финальном блоке вечера трудного дня продолжим говорить о конфликте на границе с Таджикистаном. Мы узнаем экспертное мнение нашего следующего гостя, политолога, эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, который выйдет на связь в нашей студии. Аркадий Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Аркадий Юрьевич, конфликтами на границах никого не удивишь, и причины их, в принципе, ясны. Но, по вашему мнению, почему это произошло сейчас и с такой силой? Знаете, каждый раз, когда происходит какого-то рода конфликт на территории советского пространства, если меня спрашивают, то вот на такой вопрос не знаю, как ответить. Почему именно сейчас? Ну, потому что вчера был четверг, а сегодня пятница. Ну, что тут скажешь, почему? Я объясню, почему я задаю именно этот вопрос, потому что, по крайней мере, пользователи соцсетей у нас в Фейсбуке писали вчера, что не случайно это произошло в тот день, когда министра обороны, премьер-министра и главы ГКНБ не было на территории Кыргызской республики. И именно этот фактор может быть связан с тем, что начались вооруженные конфликты на границе с Таджикистаном. По вашему мнению, это глупость чистой воды или имеет под собой какую-то почву? Нет. Я вообще не склонен к такого рода жестким упрекам. Нет, это имеет как бы значение. Вот это, я бы не назвал это действительно случайным совпадением, но я не стал бы абсолютизировать это обстоятельство, да? Ведь я же могу сказать и еще одно наблюдение, которое я уже приводил, что активная часть этого вооруженного противостояния совпала по времени с тем, что именно в Душанбе, в столице Таджикистана, одной из сторон конфликта, в этот день происходило совещание секретарей Советов Безопасности стран ОДКБ, куда входит и Таджикистан, и Киргизия, да? Ну, странно, согласитесь, вот там сидят высокопоставленные генералы, искушенные в вопросах безопасности, бывшие, как бы, в основном чекисты, у нас, так сказать, такой человек, там, генерал Патрушев, да? И они обсуждают очень важные проблемы, насущные, крайние. Что случится, когда американские войска покинут Афганистан, и придется защищать Центральную Азию вместе с ней Россию от вылазок экстремистов. Талибан, ИГИЛ, там, Аль-Каида, да? Много времени они сидели. А у них в 100 километрах война, реальная война. Десятки людей гибнут, лишаются домов, да? И они ни слова не говорят про этот конфликт. Ни слова. В этот день там вообще из Душанбе, с этого совещания, мы не услышали ни одного, как бы, на этот счет сообщений, да? Вот это, мне кажется, не менее интересно, да, и я не стану говорить, что это просто прямо связано. Я обращаю вас на это внимание. Почему? Почему именно в этот день это случилось? И почему не было никакой реакции на этот счет? Там, где она должна была быть, со стороны людей, занимающихся безопасностью. Говорят об Афганистане, а тут под боком вот происходит чудовищное, да? Вот это меня больше занимает, и я делаю из этого вывод, забегая вперед, может быть, на ваш вопрос, который вы еще не задали, судя по вашим хитрым глазам, вы хотите мне его задать. Да, а что же делает ОДКБ тогда в этой ситуации? Да, я хотела спросить и о ОДКБ, разумеется, раз уж мы о нем заговорили, но зачастую также всплывает мнение о том, что если две стороны не могут решить, может быть, стоит попросить помощи у старшего брата, я имею в виду Российскую Федерацию, коль уж мы все являемся членами ОДКБ. Слушайте, я гражданин Российской Федерации, поэтому не мне решать, стоит ли попросить мою страну быть миротворцем. Я спрашиваю ваше мнение как эксперта. Я скажу вам честно совершенно, я не думаю, что мир, который будет достигнут путем вмешательства России в конфликт Центральной Азии, в Средней Азии, решит ваши проблемы. Ну, ваши, я имею в виду, киргизские, таджикские взаимоотношения. Если вы сами не готовы решать эти проблемы, то батальоны и дивизии миротворцев из России этому не помогут, да, потому что значит, что русские будут там стоять и сдерживать, так сказать, врагов, и фактически вы сами захотите воссоздать Советский Союз. Правильно? Потому что раньше, когда Москва хозяйничала,
она была главной, то, в общем, таких масштабных конфликтов все-таки не было, войны не было. Были внутренние там орские события, может быть, да, но вот войны между государствами не было. Потому что Москва этому не позволяла. Да? Вы хотите Советский Союз? Нет, Я спрашиваю так, на всякий случай спрашиваю. Ведь, понимаете, как только зайдут туда русские войска, а иначе кто там будет разделять эту территорию между враждующими странами, а это будет военная, да, то тогда в мире заговорят, ну вот, Путин добился своего, не было несчастья, не было счастья, так несчастье помогло, мы и там теперь вернемся, да. Хотят ли этого в Бишкеке или в Душанбе, я не уверен. Я больше говорила о дипломатических ресурсах, потому что я не эксперт по Советскому Союзу, он развалился, когда мне было всего лишь 3 года, поэтому, может быть, не надо про свой опыт мне рассказывать, вы очень хорошо выглядите. Как раз, может быть, дипломатические навыки Российской Федерации нам помогли. Я не говорю о военном вмешательстве, а может быть о том опыте, который Российская Федерация имеет. И тем более мы все-таки прислушиваемся к большому брату. Я знаю, что в Киргизии очень надеялись, многие в Киргизии очень бы хотели бы, чтобы Россия здесь помогла. Да, но спросите в Душанбе. У меня ощущение, что там категорически против того, чтобы Россия вмешивалась в эти отношения. Да? Категорически против. Поверьте мне, вам так ответят таджики. И, как бы, так сказать, облеченные властью, так и простые люди. В меньшей степени, может быть. Там в свое время, в 90-е годы, я встречал очень много простых таджиков, которые очень горевали относительно распада Советского Союза. Да, они много потеряли. Как сейчас дело обстоит с этим, я сказать точно не могу, но русский человек с ружьем вряд ли будет там сильно приветствоваться. Да? Вот. И, кроме того, мы должны учитывать такой очень международный аспект. Как отнесется мир к тому, что русские военные возвращаются туда, откуда их в свое время попросили. Киргизия избавилась от военной базы американской, да, но держит российские военные базы. А как отнесутся к этому в Китае, как отнесутся к этому в других странах региона, да? Но это очень сложный вопрос. А дипломаты ничего не могут сделать. Дипломаты не наши, не ваши, не способны, потому что решает и у вас, и в Таджикистане это высшее политическое руководство. Вот, так сказать, вот эти вопросы связаны с теми причинами, приведшими к вчерашней войне. И либо силовики, да, ну и совсем не дипломаты. Дипломаты, извините, как и ОДКБ, в политическом смысле в этой ситуации, извините, скажу, импотентны. Хорошо, поняла вас. Давайте тогда абстрагируемся от Российской Федерации, от дипломатов, как сказал эксперт, который был перед вами, что уровень их, к сожалению, оставляет желать лучшего. Можете ли вы прокомментировать именно этот случай? Он уникален по своей сложности? И если в мировой практике идентичные случаи были, то как они решались? Значит, смотрите, здесь достаточно все, конечно, на первый взгляд тривиально. Две страны не могут поделить между собой объект, от которого зависит их жизнедеятельность, водоснабжение. Но с другой стороны ситуация уникальная. Не так часто в нашей истории распадаются империи на осколки. Да, вот распалась империя, когда вам было 3 года. Да? Кто тогда думал, что эти границы, по которым раньше, значит, на которые раньше особенно не обращали внимания, ну, административные границы, да, ну, спокойно переходили там пастухи на пастбища соседней республики и так далее. Общее управление водными ресурсами происходило, значит, из Москвы и так далее. Да? Сейчас вот эти границы, они оказались государственными границами. Амбиции лидеров требуют, так сказать, установления полного подчинения этих объектов под свою власть перевода, да, и решить эти вопросы сверху из столиц соответствующих стран оказывается сложно, потому что речь идет о людях, которые там живут в этих местах. Ну, вы же понимаете, да? Граница проходит, что называется, по участку, условно говоря, да? Конечно, предлагаемые им решения встречаются, как правило, в штыки, когда им предлагают отдать эту землю
и переселиться куда-нибудь еще. Я бы, в общем, тоже, наверное, восстал против этого, да? Значит, проблема, видимо, приходится как-то решать очень тяжело, сложно, очень длительной работой. Вот именно, так сказать, работы высокого начальства с местным населением, да, нужны какие-то, так сказать, стимулы, да, нужны какие-то, как бы говорят, заманухи, нужно что-то дать людям в обмен. Не получается этим людям дать в обмен достойное, да. Тем более, что в местах, вот, где живут эти люди, появляются и имеет место быть лидеры местные, да, которым выгодно эскалируют ситуацию, потому что они наращивают свой авторитет, там, да, они имеют власть на местах. И кроме того, там, где нет государства, там есть, так сказать, теневые структуры, которые ведут свой бизнес, как известно, там, да, и наркотрафик, и контрабанда, и как угодно. Да. В такой ситуации им выгодно договариваться друг с другом, независимо от того, есть там границы или нет, с разных сторон этой границы. Вот, поэтому то, как пытается решать, к сожалению, проблемы вот с двух сторон, и у вас, и в Таджикистане, еще отягощается, ну, честно говоря, очень низким уровнем, так сказать, гражданского, я бы сказал, сознания людей там, да. Нет гражданской нации ни в России, ни у вас, ни в Киргизии, ни в Таджикистане, да. Люди, в первую очередь, думают все-таки об интересах не общества, которое так легко может отозваться на призыв к войне. Да, и это чудовищно, на самом деле. Я смотрю, с какой готовностью таджикской стороны сразу после какого-то мелочного, как бы, пожалуйста, конфликта, там, камнями или там что-то, какое-то недовольство, переходят к использованию тяжелой техники военной, гранатометы, ладно, но уже минометы, но уже авиация, с таджикской стороны уже, да, работает вертолеты Ми-24, абсолютно фронтовая авиация, да. Вот этот переход, происходящий в течение часов, меня просто поразил. И у меня закрадывается подозрение, что, в общем, кто-то был уже готов к такому развитию событий. Уж так быстро началась эта вооруженная, так сказать, стадия мощная вооруженная стадия конфликта, мне не показалось случайным. Поэтому вот здесь я бы посоветовал на это обратить внимание. А проблемы, конечно, очень серьезные. Но я сейчас не буду углубляться в то, что вы, наверное, знаете, что раньше анклав Варух не был анклавом. Он действительно был частью таджикской территории, да, но потом в 50-е годы киргизские власти, между прочим, волевым решением сделали его анклавом, потому что ту часть, которая соединяла его с другой частью Таджикистана, они как бы на картах взяли и сделали киргизские территории. Почему? Чтобы иметь возможность иметь непосредственно дорогу через свою киргизскую территорию к Лейлекскому району. Да? Есть место Лейлек. Потому что если бы не было этой прямой территории через киргизскую прямой дороги через киргизскую территорию на Лейлек, можно было туда попасть только через горные хребты, строить дорогу. А это, понятно, невозможно. Да? И эти решения киргизских властей не были согласованы в свое время с Таджикистаном. И Москва не приняла это решение киргизских властей. Так это и осталось, понимаете? Так это осталось подвисать до 91 года. Как вы сказали, когда вам было 3 года. Да? А сейчас это стало чудовищной проблемой. Да? И вот что делать? Вот здесь, конечно, бы Москва должна была бы привлечь очень серьезные усилия, предпринять серьезные усилия, чтобы как бы создать некую серьезную, я бы сказал, структуру. Не просто сказать прекратите стрелять, а попытаться заняться политическим консалтингом на очень высоком уровне. Да? Поэтому я не верю, что то соглашение о перемирии, которое было заключено на уровне руководителей спецслужб, силовиков, там, да, с вашей стороны это был Савон Алиев, по-моему, с той стороны Етимов, что это может продержаться долго, если не будет высокого политического решения. Я не вижу пока готовности к этому решению, в первую очередь, пока со стороны Душанбе. У вас, во-первых, риторика гораздо более миролюбивая сегодня, но у вас и руководство менее, так сказать, единое, сплоченное, у вас и внутри проблемы, которые имеют отношение к устойчивости этого руководства.
Поэтому, в общем, у вас впереди долгий путь, и дай бог, чтобы вот такого ужесточения не повторялось. Мгм. Вот, в таком, да. Аркадий Юрьевич, и последний вопрос тогда, чтобы не задерживать и не отнимать ваше драгоценное время. Как вы думаете, этот вооруженный конфликт, он ускорит или, наоборот, затормозит решение конфликта? Если были, допустим, идентичные прецеденты, расскажите, как, возможно, это будет развиваться. Вы знаете, ну, я не знаю прям вот прямых таких прецедентов, я просто не вспомню. Они все, к сожалению, ограничены прецедентами последних десятилетий в вашей Центральной Азии, к сожалению, да. Ну вот, конечно же, такое резкое обострение кровавое, десятки людей погибли, в принципе, должно привести к резкому усилению миротворческих и политических усилий. Потому что, ну, невозможно, после войны всегда наступает мир, и он очень интенсивно начинает строиться. Поэтому если политики с обеих сторон, в обеих столицах вменяемые, а не просто авторитарии либо диктаторы, да, то они, конечно, должны заняться этим процессом. Да? Но повторю еще старую истину. Демократии в 21 веке и в 20 веке между собой не воюют. А это что значит? Значит, что у вас там нет демократии. Да, с обеих сторон пока где-то одна строит, а вторая вообще потеряла представление о том, что такое демократия. Поэтому очень сложно вам будет, к сожалению. Да и в России-то тоже демократия начинает испаряться настолько, что я уже не знаю, как такая третейская страна может вам помочь. Так что, в общем, у вас много впереди несладких времен, к сожалению. Что ж, справимся и с этим. Спасибо вам большое за ваше авторитетное мнение, за ваш комментарий и за ваше время. Если будет возможность, всегда будем рады вам в студии «Вечера трудного дня». Всего доброго. И вам легких времен. До свидания.